Конечно, когда на зиярат таких великих людей приходишь, это душа от радости плачет, альхамдулилля, что сегодня Аллаху Та'аля насиб делал нам. Но самое главное, любой человек, когда с намерением из дома выходит на зиярат, он должен, как пришел на зиярат, как Мухаммад Расул Афенди сказал, адабом заходить, адабом выходить, чтобы баракат обратно домой забирать. Потому что если в маджлисе адаб нету, никакой баракат ни для себя, ни для семьи, ни для родственников этот человек взят. Та'аддабу, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самая высокая ценность для мусульманина это адаб делать перед старшими, перед такими великими людьми. Да, мне посчастливилось очень много, начиная пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, всех его наслу, многих, всех сахабов, которые по всему миру есть. С детства не только их могилы зиярат делать, но и живых людей, как великий Абдулла Эфенди, Буддиссирруху, который с 32 по 89 год был тарикат Накшибандия. Этот великий устаз, по рассказам старших, даже мне азан и камат в ухо читал, альхамдулилля, имя поставил мне благодаря просьбе дедушки. Здесь Мухаджир Эфенди Куддиссирруху здесь силсиля сделал этих великих шейхов. Шейх Юсуф Мускури, это 35-й потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который зиярат находится в Хачмасском районе селения Шейхляр. А его устаз, который там написано Яхья Бакуви, в старом городе Баку, где девичья башня там рядом, прямо внизу так красиво зиярат сделано, даже любой человек, когда приходит, не знает, что там зиярат есть. Просто надо спросить и заходить, прямо вниз заходишь. Вот так это, конечно, великие шейхи, это халватия. Это тарикат халватия этих шейхов. Сегодня, может быть, по всему миру халватия, может, даже не остался. Мы сейчас видим Накшибандия, Кадирия, Шазлия, Сахравардия, которые сейчас устазы уроки дают, вирш дают. Вот сегодня очень много людей, и особенно молодежи, я хочу обратиться как религиозный человек. Эти люди, начиная с 3 дней до 40 дней, даже до года, халват своих мюридов сажали, и они беспрекословно, слушая своего устаза, ибадат делали там. Когда выходили с нуром имана, ислама, он еще больше среди своих окружений исповедовал, распространял эту религию, ислам и тарикат. А сегодня такое время пришло, если у любого ребенка отобрать телефон на 1 день, он даже своих родителей не будет слушать, не только устаза своего. Вот такое время пришло. Сегодня эти устазы халватия, начиная свой путь из Саудовской Аравии, до сюда дошли. Сахабы, которые пришли 1400 лет назад в Дагестан, Дербент, они свои лодки, пароходы, как можно их назвать, которые они сами строили, эти лодки свои сожгли ради того, чтобы их сердце не тянулся домой, чтобы глаза не видели это все, что они когда-то могут вернуться домой себе, к своим родственникам, близким, как наш Ахсакал сказал, своих родителей они оставили, пришли только ради одного, ради распространения религии ислам и ради того, чтобы зайти каждому человеку в сердце и постучаться и донести то, что им научил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Представьте себе,
эти люди видели живого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в их сохбатах, как мы здесь сидим, они тоже там сидели, в Медине. И действительно, многие опровергают, многие поддерживают. Да, действительно, про Дербент, про Бабу-Лавваб, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несколько хадисов сказал, и из-за этого далекий 5000-километровый город Дербент быстро нашли последователи пророка во главе с Умар халифа разаллаху анху и его полководцы Салман и Абдурахман ибн Раби и его команда. Представьте себе, сегодня действительно, как подчеркнул наш уважаемый Мухаммад Расул Хаджи, если человек своего имама села, своих родителей и ученых, алимов, которые в этом селении живет, если они достойно будут слушать, иншаллах, можно поклясться, что эти дети не заблудятся. А сегодня кто, или уважая, или любя, или боясь своих детей, покупают по 50, 60, 70 тысяч айфоны, последние модели, и не контролируя своих детей, эти дети входят в интернет, всякую грязь, которая там есть, наизусть учат, и потом приходят в мечеть, и устазов, и алимов начинают в кавычках учить. Если это имам в 90-м году был имамом селения Доргели, 27 лет прошло. За эти 27 лет, может, 2000 никахов делал имам, и благодаря его никаху эти дети родились. Если это имам твоему отцу никах делал матери, и от этого родился ты, дорогой ребенок, как ты можешь без адаба, не зная ма'на бисмиллахир рахманир рахим, прийти имаму сказать, что шариат так говорит, Коран так говорит, хадис так говорит. Но ты сперва алиф, бей, тей, сей, несколько букв научись, и научись не от интернета, а от имама, от преподавателя, от уважаемого человека. Если золото взять, бросить грязь, если золото взять, бросить в грязь, через 100 лет это золото, слитку взять, помыть, это золото. И сегодня наши дагестанские алимы, это золото, бриллианты, которые Аллах нам подарил, и мы у них учимся. Если мы сегодня этих великих шейхов, которые лежат в могиле, пришли навещать, вы знаете, Мухаммад Расул Хаджи подчеркнул здесь, и я тоже хочу повторить, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мои вали, мои любимчики, то, что в этом дунья, как молились, в своем могиле тоже так же будет молиться, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот в этом году Аллаху Та'аля карамат показал, впервые в истории Саудовской Аравии снег пошел. Люди как антиквар смотрели этому снегу, потому что не видели они снега. Гололед не видели они. И снег убирать у них аппараты, машины, это не было. Аллаху Та'аля, если захочет, все, что хочет, сделает. Аллах всемогущий, Он все видит, все слышит. Это мы просто сутки 12 часов спим и 12 часов дурака валяем. А когда приходишь кому-то домой, говоришь, дорогой, Аллах есть, пророк есть, тебе Аллах все дал, руки, ноги, голова, все, здоровье, давай намаз делать вместе. Времени нету, возможности нету, а пока молодой, подожди, да. Сидишь, разговариваешь, и кто-то звонит. Валлах говорит, кто-то в аварию попал, 21 год, молодой парень умер, говорит, срочно приезжайте, мыть, кафан делать, это все делать. Зикру делать это.
Слышит, и я говорю примерно, любой имам тоже говорит, который по телефону слышал, что молодой человек умер. Вот смотри, тебе 30, 40, 50 лет, а это мальчик 21 год, умер уже. И у него завтрашний день нет, уже похоронить надо умершего. И вот сегодня мы рядом с такими великими шейхами, даже Аллах нам дал возможность разговаривать. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, они слышат. Если они наш хал увидели бы сейчас, от разрыва сердца двойной умерли бы еще раз. Дагестан и дагестанцы 1400 лет тому назад из уста, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Умар халифа и его команда, из уста в уста нашим старшим дедушкам, прадедушкам, они научили религию. Никакой писанина, ничего не сделали они. Никакие книги не принесли они. Они то, что хафизами стали Корана, шариата, они это научили нам. И сегодня из уста в уста великих шейхов, алимов, устазов, баракат в Дагестане, альхамдулилля, поддерживается. Везде калмагалы, фитна, бохтан, всякие плохие вещи были вокруг Дагестана. Аллаху Та'ала благодаря именно сахабам и великим устазам, шейхам, которые уже ушли от нас и которые живут рядом с нами, благодаря ихнему дуа Аллаху Та'ала держит Дагестан. Мы должны шукру делать этому. Сегодня Сирия одна из самых религиозных государств, которые наши дагестанские многие алимы учились там и пришли сейчас имамами работают. А наша молодежь, который себе выбрал устазом не алимов Дагестана, не устазов Дагестана, а телефон, интернет, всякую вот эту чушь, которая написана в этих интернетских статьях, они себе устазом это сделали, обманулись, и по некоторым данным от 1500 до 2000 с лишним 3000 людей из Дагестана, молодежь, будущее Дагестана, все бросили, родителей, родственников, близких, поехали туда воевать, ислам распространять, говорит. Если ислам, зиярат шейх Абдулла Дагестани, Билал Хабаши, пророка Наслу, если там есть, там великие зияраты, когда наверх гору поднимались, несколько тысяч зеленых куполов только в одном Дамаске. Исламские республики, исламский город. Вы кому хотите там намаз учить? Если мечети, улицы переполнены бывают во время намаза. Неужели кто отсюда, с Дагестана, ушел туда или воевать, или что-то глупости делать? У них в роду все 100% уже намаз делают, уразу держат, все каза, все закончили, уже такими хафизами, алимами стали, они ушли. Нет. Лично мы знаем таких людей, которые ушли туда. Мы на беседы ходили, к нам на беседы приводили их. Поверьте мне, что 11 часов утра их родители плакали, говорили, эй, уважаемый алим, имам, мой сын неправильный путь держит. Утренний намаз он встает 11 часов. Если человек 11 часов утра встает, утренний намаз делает, как он может другим пример принести? Очень тяжелое время пришло. Вот я позавчера, один из уважаемых баракатных людей Дагестана, один из великих алимов Дагестана, Хусейн Гады Мамед Галинский, имам, 120 лет ему было, он позавчера покинул этот мир. 1896 года он и 19 век видел, 20 век видел, 21 век видел. И без ноги остался в войне. И всю жизнь инвалидом и в хаджи был, и на таких, как мы, всех воспитывал, эльму, все уроки давал. Почему этого человека никто не смог заблудить? Он с детства намаз делал, и войну намаз делал, и живым вернулся без одной ноги. И после этого имамом работал, уроки делал, все делал до позавчерашнего дня. В своем разуме был человек 120 лет. Почему его никто не смог заблудить?
Потому что он всегда советует со своими учителями, устазами, алимами, и смотря на шариатские книги, которые наши предки читали, он жизнь вел себе. Пусть Аллах рахмат делает таких великих людей, пусть их баракат всегда остается в нашем Дагестане, я Раббал Аламин. Вы понимаете, сегодня вот эти молодые дети, как и я, иншаллах, вот вы будете радоваться, вот маленькие дети здесь, которые есть. Если я в 1972 году рядом с Абдулла Эфенди мюриды голову не поднимали, а я приходил, ну маленький ребенок, 5-летний, 4-летний, на его колени садился, целовал его руки, лицо. Через какие-то 45 лет, сегодня я радуюсь этому, что я видел такого нур человека. И вы тоже будете радоваться, что вы такой зиярат посещали. Может, фитна, это все закончится. В 90-е годы выдумали всякое рекеттерство, это все, она закончилась. Аль-Каида придумали, закончилась. ИГИЛ, Даиш придумали, заканчивается, иншаллах. Кто-то еще что-то придумает, это тоже закончится. Но самое главное, ислам останется. Потому что «Инна l'ислама назифун фатаназафу фаиннаху ла ядхулаль джанната илля назифун», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ислам чистая религия, любит чистых. Кто чистый не будет, джаннат не войдет, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Надо быть чистым. Если человек где-то даже брошюру почитал, если он не будет советоваться со своим учителем, эта брошюра его в джаханнам поведет. Мы тоже, дагестанцы, обрадовались в 90-м году, когда границу открыли Саудовской Аравии. Каждой семье в Дагестане самый большой численность, численность населения хаджи, которые были. Но когда обратно КАМАЗами, автобусами, бесплатные книги, когда раздавали, все мешками брали, приносили, они не знали тогда, и никто никого не хотел слушать, ни алимов, ни устазов, что эти книги бесплатные, которые раздаются, Аллах мусибат принесет каждую семью. Но принесло же. Если даже твою семью не закоснулся, твоего брата, сестру, родственника, близкого, семью это дотронул все. Сегодня брат братом спорят, что ты прав, то неправильно намаз делаешь. А почему? Зачем надо спорить? По мазхабу Абу Ханифа можно прийти намерение делать за имамом, ничего не читать, только намерение делать, намаз считается, альхамдулилля. Потому что он слышит все то, что имам говорит, все это делает. Намерение самое главное. Если вы сегодня, вот молодежь, альхамдулилля, здесь, конечно, которые пришли, они из-за любви к этим великим устазам пришли, альхамдулилля. Здесь проблем нету. Ну, если в семье где-то кто-то есть, который в заблуждении в интернете всегда сидят, их надо чуть-чуть разбудить, надо их. Не надо это телефоном много играться. Лучше свои уроки делайте. 9-11 класс, если ЕГЭ не сдаст, аттестат не дают. И завтра в институте свое знание, профессию не сможет взять. И даже исламский институт не принимает без аттестата. Но мечеть, имам всегда днем и ночью ждет вас, чтобы обучать Корану, шариату. Но сегодня, если мы обрадуем своих родителей, мы самые счастливые люди, альхамдулилля. Я как привел, если это халватия шейхи, представьте себе, они всегда в халвате сидели. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, свой халат васият делал Вейсель Карани, представьте себе, когда пророк родился, Вейсель Карани почувствовал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, матери пришел, сказал, пророк родился, даже когда родился. Но он не стал сахабом, потому что не видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он пришел к дверям пророка. До того послушный ребенок был, пришел, Аиша, разаллаху анха, дверь открыла, говорит, вы кто? Я Вейсель Карани из Йемена, говорит. Пришел пророка видеть. Вот, говорит, мечеть, 15 метров. Вот там сахабами сахбат делает. Валла, моя мать сказала, иди к дверям пророка. Если его не увидишь, обратно возвращайся, сказал. 15 метров. Представьте себе, он не отделился от слова матери. Вот что такое ислам.
Слушайте своих родителей. Иншаллах, заработайте джаннат. Какой бы возраст у нас не был, все равно завтра ахират есть. Смерть есть. Сегодня мы, видя этих кладбища людей, урок не берем, никакой файды от этого не будет. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Куллю шайин юхтаджу лал алими ва ильми юхтаджу агли». Если даже ты самым знаменитым алимом будешь, если со своим аклом и разумом не будешь работать, ты тоже никто. Это завещание пророка, саллаллаху алейхи. Эльму надо читать со своим устазом. Если кто-то думает, как сегодняшнее течение, ваххабисты, эти все, если думает, что устаз не нужен человеку, разумному человеку просто можно подумать, почему в течение 23 лет пророка Коран отправлял Аллаху Та'аля, почему в одно мгновение сразу не собрал этот Коран, не отдал из Лаухул Махфуза, не отдал пророку, саллаллаху алейхи. Пророк, саллаллаху алейхи, и читать не мог, сирота. А почему тогда Джабраил, малаик, алейхиссалам, Аллаху Та'аля отправлял в течение 23 лет, на каждый случай Коран аят приходил? А сегодня, кто попало, даже бисмиллах не знает, берет Коран аятом, берет Крачковский, другой, третий, переводы, вааза-насихат делает в мечетях, или же среди людей. Ну, кому пришел этот аят, зачем пришел, для чего пришел Коран аят, только алимы знает. Если так взять, пророка дядя Абу Лахаб, кафир, умер из дунья, ушел. Для него отдельный суру Аллаху Та'аля отправил. Бисмиллахир рахманир рахим, таббат яда аби лахаби ватаб. Абу Лахаб в джаханнаме будет гореть вместе с женой. Аллах уже подтвердил это. А это аят, это суру, как ты будешь ваза делать другим? Если смысл не знаешь, зачем это отправлено, почему отправлено? Но Коран аятом шутить нельзя. Один случай расскажу, великий, один шейх урок давал своему ученику, ну занавес был между учителем и учеником в течение 11 лет, 10-11 лет. Когда он уже закончил, Ибн Хаджар все взял, чемодан, уходит домой, и когда уже выходит с машины, домой пешком идет, один там поле поливает, спрашивает: «Эй, дорогой, откуда идешь?» Он говорит: «Валла, эльму читал». Можно один вопрос, говорит? Он говорит: «Да, конечно, пожалуйста». Что это начало эльму, что говорит? У него с руках чемодан упал, сел на чемодан, начал плакать. Я Аллах, говорит, 10-11 лет учился. Какой-то колхозник мне, который поливает огород, вопрос задал, я отвечать не могу, говорит. Он сразу ему отдает этот чемодан: «Отец, валлах, я не знаю, говорит, ответ. Пойду, говорит, своего учителя спрошу», говорит. Смотри, какой мудрый мальчик. Заново садится, уезжает, несколько дней там своему учителю. Раньше особо машины тоже не были. Идет к своему учителю, говорит: «Я устаз, валлах, говорит, вот так, говорит, селение заезжал. Хорошо, что не дошел до села», говорит. Один вопрос задал, ответ не знаю. Он говорит: «Что за ответ?» Он говорит: «Вот так, говорит, начало эльму что такое?» «Валлах, правильно, сынок, говорит, хорошо, что ты вернулся». Занавеску открывает, его лицо на спину повернутый устаз, учитель его. Когда я тоже вот так от себя ответил, говорит, от Аллаха, говорит, голос пришел, в свое время, говорит, когда я учился: тебе в этот дне наказать, или во сне увидел, или вот голос пришел, тебе в этом мире наказание дать, говорит, или на том свете. Я попросил в этом мире, из-за этого Аллах мне на спину повернул лицо, говорит. Никогда не спеши с ответами, говорит, Аллах мне хорошо, что этот дунья наказал, говорит, на том свете, как я выдержал бы огонь джаханнама, говорит. Иди, сынок, всегда быть таким, говорит, не советуясь, ответы не давай, не узнавая, ответ не давай, говорит. Вот такие сегодня должны быть люди, дорогие братья и сестры. Вот уже, наверное, устали от наших разговоров тоже, но один маленький еще пример приведу. Хасан аль-Басри, куддиссирруху, хоронил одного достойного мюрида, и после талкина вопрос задал:
рядом стоящим мюридам: дорогие мои, вот этот человек похоронили только что, хороший человек был. Если его заново на землю вернут, что бы он сделал, говорит. Одни говорят, намаз днем и ночью делал бы, другой садака раздавал бы, третий. Все добрые дела, которые на земле есть, все перечислили там рядом с могилой стоящие люди. Хасан аль-Басри Куддиссиру говорит: уважаемые братья, говорит, этот человек эти вещи сделать не сможет, говорит, потому что он уже в могиле лежит. То, что вы сказали, добрые деяния, вы делаете, что с багажом туда пойти, говорит. Из-за этого сегодня мы должны добрые дела делать. Вы не думайте, если мы здесь в мечети, доме Аллаха, как перед Аллахом стоим сейчас мы, и Аллаха дом это, хозяин нету в мечетях. Если мы перед Аллахом дрожа и намазы, и все вот это стоим, и на улице тоже так надо вести себя. Сегодня в мечетях нормально себя ведут, а выходят сплетни, фитна, все то, что плохое делают. И мужчины делают, и женщины делают. Где саваб? Нету саваба. Хасан аль-Басри, разаллаху анху, великий шейх, устаз, один мюрид пришел, плачет. Он говорит: что случилось? Там на улице, говорит, один вас ругал, говорит. Ну больно стал, да, мюриду, что устаза ругает. Говорит: о, баракалла, говорит, раз поднос вперед, сладости, финики, все ставит, отнеси этому человеку, скажи, Хасан аль-Басри подарок тебе отправил и поблагодарил тебе, говорит. Он говорит: я устаз, как это так? Вах, говорит, кто за спиной другого фитна делает, говорит, свои добрые дела дает, говорит, а плохое забирает, говорит. Я еще с утреннего намаза, может, хорошие дела не смог сделать, говорит, а этот человек уже мне свои добрые дела все подарил, говорит, отнеси ему, отдай финики, говорит. И многие люди, великие шейхи говорят, если я даже фитна сделал бы, говорит, плохие слова, я всегда против своих родителей разговаривал бы, говорит, чтобы мои добрые дела моим родителям что перешли. Из-за этого сегодня родители – это самый ценный неимат, который Аллах нам дал. У кого умерли, надо дуа делать. У кого живые, днем и ночью, их не хоть в крайнем случае здоровье спросит, что хватает, не хватает, спросит. Старые люди и кушать особо не хотят, ничего не хотят, только наше благополучие хотят. И их каждодневное продление жизни в вашем благополучии, дети, все мы. Чтобы обрадовать своих родителей, не обязательно много чего делать. Лучше послушаться. Давайте оставим эти телефоны, интернеты в покое. Хоть один раз в неделю со своими родителями сидеть вот так, сохбат делать, их слушать, это большой неимат. У пророка хадисе, саллаллаху алейхи ва саллям, и великие шейхи, как Бахауддин Бухари Куддиссиру сказал, даже грешные родители, если уйдут из этого дунья, не делая ничего, если амаля салих дети остались на земле, и для них дуа делают, как Мухаммад Расулович в своем вазе сказал, они без грехов могут стать, потому что дети днем и ночью за них дуа делают. Из-за этого мы за своих умерших должны много дуа делать, чтобы в киямате перед Аллахом, чтобы не краснеть и с черным лицом не вставать. Если кто-то думает, что приходя сюда, карамат какой-то увидят, никакой карамат никому не нужен. Как Бахауддин Бухари Куддиссиру сказал, один мюрид его спрашивает: я устаз, все карамат показывают, вы тоже мне покажите, пожалуйста, карамат ваш, говорит. Бахауддин Бухари Куддиссиру, улыбаясь, сказал: эй, сынок, имея столько грехов, еще ходим, на ногах стоим и можем ходить, говорит, выше этого карамат есть, что ли, на земле, говорит. И действительно, с утра до вечера столько грехов делаем. И еще Аллах нам разрешает ходить, лежать, вставать, кушать, пить. Это не выше карамат, что ли?
Карамат где-то не надо искать. Самый большой карамат – это человек, который Аллаху Та'ала тебе здоровье, это все дал, и терпит тебя Аллах. Аллах терпит 7,5 миллиарда людей на земле. 1,5 миллиарда мусульман, которые Аллах говорят. Остальные 6 миллиардов уже Аллах терпит. Солнце выходит, светло, жару дает. Зима, снег, холод, это все. Кушать, пить с одного тарелки кушают люди, с одного земли, все хорошее, вкусное кушают. Аллах же терпит. Когда пророка, саллаллаху салям, в городе Таифе избили камнями, закидали, он со слезами на глазах, весь в крови, даже он руками держал, чтобы кровь не капнул на эту землю, его кровь. Пришел, сел под деревом, и в это время Джабраил Малаик, алейхиссалам, приходит: «Я Расулуллах, саллаллаху салям, Аллаху Та'ала отправил за то, что тебе такой зулму сделали». Аллах сказал, говорит: твое одно разрешение, эти горы, мы на этот город поставим и под горой оставим весь этот народ. Бисмиллахир рахманир рахим, вама арсалнака илля рахматан лил аламин, сказал пророк, саллаллаху салям. Аллах меня пророком для рахмата, рахмат пророком отправил на землю, ни зулму делать, никого не наказывать, никого не ругать. Я дуа делаю Аллаху, чтобы из этого города один верующий выйдет. Для меня я халал делаю все свое мучение, сказал пророк, саллаллаху салям. А сегодня, кто есть такой человек, который пример от такого пророка берет, считая себя из уммата пророка, саллаллаху салям? Кто сказал, автоматом, пулеметом ислам распространен? Кто сказал? Пророк, саллаллаху салям, когда из Ухуда более несколько сот сахабов, когда потерял, пришел, сказал: маленький джихад кончился перед нами, большой джихад остался. Все сахабы начали плакать. Я Расулуллах, выше этого мусубата будет, что ли? Столько братьев потеряли в джихаде. Каждый со своим нафсом, душой воевать, это большой джихад, сказал пророк, саллаллаху салям. Он же не сказал автоматами, пулеметами, бомбами учите религию ислам. И когда даже сюда Дербент сахабы пришли, они же ничего не сделали, не воевали они своим примером, характером ислам приглашали людей. Из-за этого сегодня, какой бы национальности в Дагестане не были люди, альхамдулилля, почему мягким характером, почему это? Как сказал великий устаз, великие люди, я тоже это хочу повторить и завершить, чтобы вас не мучат. Аллахи, сказал один устаз на сохбате, у него несколько десят лет назад, когда еще Советский Союз был, сынок говорит, то, что вот эти мечети, не боясь люди от коммунистического режима, это все приходит, говорит. Эти люди, потомки этих сахабов, и у них в крови, говорит, халал кровь тех людей. Из-за этого они, таваккал Аллах, говорит, эти мечети ходят. И я в своем выступлении недавно в Джума мечети Дербента, я сказал, эти стены пропитаны воздухом, дыханием этих великих табиинов, сахабов, которые там были, жили в Дербенте. И сегодня мы дышим этим. Это Джума мечеть, это первый мечеть в Российской Федерации. И 40 сахабов. Мы же, когда приходим, дорогие братья и сестры, от этих камней ничего не просим мы. Мы ради этих сахабов, которые видели пророка, саллаллаху салям, потому что пророка первым же своим сахабам заходит в джаннат, всем своим валиям будет заходить в джаннат, будет говорить пророк, саллаллаху салям. Мы ради них Аллаха просим, чтобы Он нам тоже дал правильную дорогу, чтобы мы не заблудились, чтобы мы с иманом, исламом, чтобы жили. Мы ради них Аллаха просим. Из-за этого, дорогие братья, сегодня в этом таком барагатном месте, где 18 или 19 шейхов здесь есть, и каждый со своим намерением сюда на зиярат приехал, несмотря на холодную погоду. Дай Аллах, чтобы наш зиярат Аллаху Та'ала принял, кабул сделал, я Раббал Аламин. Пусть эти великие шейхи
будут свидетелями, хоть мы недостойны или как-то не имели, может, права перед такими, как вы, баракатными людьми говорить, но Аллах нам дал такой должность или вазифа на этой земле, который двойне ответственно носим перед Аллахом, что работники духовенства, имамы, алимы. Но мы самые главные счастливые люди, альхамдулилля, что Аллах Та'ала нас создал служащим себе. Когда ребенок рождается, он же не знает, с какой семьи он родится, богатый, бедный, какой нации, мусульманин, христианин, он же в какую семью попадет, он не знает. Из-за этого, если у нас никакого выбора нету, и Аллах Та'ала дал нам такой хороший, прекрасный разум, мы этим разумом должны служить. Если вы знаете, один великий шейх, когда конем проходил в джунгли, потерявшись там проходил, и один Аллах кричит, дикий, который листьями себе одежду сделал, Аллах кричит. Этот шейх удивился, как этот дикий, этот в джунглях человек, Аллах говорит, подходит к нему, говорит, ты Аллаха откуда знаешь, говорит. Чтобы Аллаха знать, много учить не надо, говорит. День бывает, встаем, ночь бывает, спим, говорит, вот Аллах Та'ала, видишь, какие ягоды, все кушать нам, все дал, говорит. Неужели, говорит, Аллаха знать, еще что-то надо, говорит человеку? Если где-то в джунглях, который людей не видел человек, Аллах говорит, днем и ночью наши родители, родственники, телевидение, все, сегодня про Аллах, про религию, свободу дал, возможность. Мы почему не должны слушаться старших? Мы почему не должны служить Аллаху Та'ала? Чтобы вы знали, я один из старых работников духовенства, 83-го года работаю. Представьте себе, 27 мечетей действовал в Дагестане. До 90-х годов. А сегодня 2700 мечетей. Аллах нам дал возможность 1000 раз больше условий сделать, служить Аллаху. Медресе есть, все есть. Я с Мухаджир Эфенди, вашим сельчаном, великим алимом, устазом, как познакомился, когда про него начали по телевидению плохое говорить, там что-то там, мой дедушка сказал, всегда говорит, хорошим людям плохое говорят, ты иди с этим человеком познакомься, от него урок возьми, сказал. И он, когда в Махачкалу иногда приезжал, он именно чай пить со мной, меня видит. Меня, маленького мальчика, 18-летнего, 17-летнего, 16 лет я работал там. Он ко мне приходил, меня зиярат делать, представь себе. Я тоже у дорголинцев в квартире жил. Они меня действительно бесплатно держали за то, что я Коран читал, кормили, поили. Вот. Понимаете, у нас с вашим селением с первых дней учебы у меня связь есть, альхамдулилля, и до сих пор продолжается. Почему? Потому что Мухаджир Эфенди, потом Мухаммад Эфенди, это все большие баракатные люди. И сегодня продолжает ваше селение руководить имамом, шейхом. Этот наш брат Мухаммад Расуладжи, в лицо хвалить нельзя. Но в любом случае, чтобы у вас был мой совет, вам повезло в жизни, альхамдулилля. Этот Доргели всегда был баракатным селением, потому что Мухаджир Эфенди те далекие 70-е годы, 60-е годы, когда около Наурузбек Эфенди сидел, Куддиси Сирруху, представьте себе, как они себе сильными рабами Аллаха считали. Наурузбек Эфенди ему сказал, я, Мухаджир Эфенди, вставай, азан читай. Он начал плакать, я устаз. Около таких людей, кто я такой азан читать? Он говорит, я, Мухаджир Эфенди, вставай, читай, сказал второй раз. Он боялся читать, что не сможет до конца почитать. Третий раз, Мухаджир Эфенди, валлахи ва билляхи, я буду на том свете свидетельствовать, что ты азан читал, вставай, читай, сказал Наурузбек Эфенди. И он со слезами на глазах азан читал, и всегда со слезами на глазах это рассказывал, будучи сам шейхом. Он таваккал делал на слово Наурузбек Эфенди, тоже шейха. Представьте себе, будучи устазом, от устаза еще баракат, шафаат ожидает человек.
Вот такие должны быть люди, которые всегда голову опущены ради Аллаха работают, живут. Сегодня вот это баракат, который уважаемый Мухаммад Расул Афенди сделал, и то, что я знал, услышал от своих старших, говорил, вы тоже дома рассказывайте, потому что в любом случае, если мы это не сделаем, за нас другие придут, сделают. Но Аллах нам дал возможность сегодня вот это распространять религию ислам. И таваккал Аллах, мы самые счастливые люди. И действительно, сегодня мы, вот смотрите, машаллах, переполнен мечеть только ради одного. Пришли ради того, чтобы этих великих шейхов зиярат делать и попросить ради уважения к ним Аллаху Та'аля, чтобы все наши намерения Аллаху Та'аля кабул делал, садака кабул делал, и чтобы живым, здоровым доехать домой и получить, всегда жить, наслаждаться баракатом великих людей, ибо пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам завещал это, дорогие братья. Конечно, душа болит, и самый счастливый, что если кто с детства послушает своих родителей и выберет этот путь, это самые счастливые люди. У наших дагестанцев чуть-чуть характер такой, да, вот, дагестанский, не буду ничего лишнего говорить. Когда мы в Турцию на учебу ездили, один пример приведу тоже. Совет алимов Дагестана, муфти попросили меня руководителем поехать туда, кавказских студентов старший быть. И там один хафиз был, 33 года хафизов готовил. Он говорит, иногда от страха говорит, чтобы омовение делать, говорит, холод, чтобы не был, в сугробе, говорит, снегу, чтобы искупаться, что-то делать, говорит, снег растаивали, говорит, от страха где-то в горах учились, говорит, представь себе, хафизом был этот человек. Дорогие братья, говорит, самое главное, учитесь быть мусульманином, говорит. Если мусульманином будете, любой должность, которую вы возьмете здесь, любой институт поступите, говорит, если у вас сердце Аллах есть, у вас на все помощь будет всем братьям, сестрам, говорит. И сегодня мы шукру должны делать, что мы родились мусульманами, живем мусульманами, и дай Аллах, чтобы умерли тоже мусульманами, и Аллах с иманом, исламом. Пусть Аллаху Та'аля этот баракат, который мы получили, заряд, пусть продолжается до конца наших дыханий, до конца наших дней, я Раббал Аламин. В любом случае, самое главное, мы должны чуть-чуть постараться распространять религию ислам. Хоть мы это не сделаем, вот здесь мы сидели бы и не разговаривая друг на друга, смотрели бы, все равно это время летит. И представь себе, время не так просто летит, она как метеор летит сегодня. Утром не успеваешь вставать, вечер приходит, потому что вчера мы в школе учились, сегодня 50 лет. Время уходит. Если мы что-то не сделаем ради Аллаха, на том свете очень будет тяжело перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, смотреть, стоять, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на том свете ради нас перед Аллахом будет плакать, сказать уммати, уммати, ва уммата. Пусть мой уммат войдет в джаннат, потом я зайду, скажет перед Аллахом. А мы уммат, который сегодня живем на этой земле, почему не должны плакать ради Аллаха, ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ради этой правильной пути ислам, чтобы на том свете эти слезы, которые Аллаху Та'аля нам дает возможность ради ислама, вытащить в глазах, чтобы капать, чтобы они потушили огонь джаханнама, я Раббал Аламин. Пусть Аллаху Та'аля свой рахмат, шафаат пророка, дуа наших устазов всегда нам баракатным делает, я Раббал Аламин. Пусть Аллаху Та'аля заряд, полученный в этом баракатном месте рядом с великими шейхами, Аллаху Та'аля еще больше укрепит нашу любовь. И самое главное, знаете, я не знаю, кто как подумал в моем ваза, но я истинно и искренне всегда говорил и говорю, я тарикатский человек. От рождения я рядом с устазами был и до сих пор иду, потому что это завещание моего дедушки,
Если рядом с устазом будешь, сынок, какое бы ты дело ни делал, это устаз тебе исправит и поможет, сказал. Из-за этого быть тарикатским человеком рядом с устазом, это большой неимат, который многим Аллах не дает. Не надо заблуждаться, дорогие братья и сестры. Высшая бараката тариката, потому что какой бы молодой не был, сегодня, когда человеку устаз говорят, почему ему устаз говорят, почему другим не говорят? Потому что на земле было 124 тысяч пророков, посланников, и на этой земле, чтобы она держался на своем орбите, баракат этих 124 тысяч валиев, устазов, шейхов держит, дорогие братья. И сегодня здесь сидят очень много людей, и как пророк сказал, среди 41 вали бывает, говорит. И сегодня, чтобы все наши намерения, Аллах, чтобы кабул делал, чтобы нас всегда любовью к иману, исламу, чтобы мы жили, и чтобы с иманом ушли из этого дунья. Дуа сделаем, дорогие братья и сестры, все амин скажите, иншаллах. Пусть Аллаху Та'аля нас всегда достойными рабами Аллаха делает, и чтобы мы достойными рабами стали перед Всевышним Аллахом, я Раббал Аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Йо, biz amin aytacağız. Elhamdülillah bil alamin ve sallallahu Allahümme rabbana ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim vahdina ila darik kavmizin elhamdülillah ni'metel iman elhamdülillah Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, bize geç oyalar kılıyorsun. Rahmet et. Bize okuna bu konu şuna savunma kılıyorsun. Ne eskinli varlar, zorlarla bu konuda geç kılıyorsun. Allah başa Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet, Abu Bakar, Ömer, Osman, Ali, Ala Sibu, Asabı, inşallah. Allah tarikatlarını imamlarını inşallah, Bağutlu Muhalli, Abu Aliyan, Abu Hasan Şahcal, İbrahim Dusa, Cüneyr-i Bağdad, Said Ahmed Rıfay, Umar Sahravar'ın, Allah'ın tarikatlarına gelmiş, bazı avlel maşayihler ruhlarını seçtir. Hasaten uzanmışsın, ziyaretinin bu otelişmiş, halvar maşayihler ruhlarını seçtir, Allah Allah'ın barakatına senin ayırmalı. Etken ziyaretlerinde Allah için oluşuyor, ziyaretlerden et Allah. Şuna ilmaklarında barakatlı sen et Allah'a praymesim Allah. Allah'ımına gel yallan Allah'a praymesim Allah. Hadir baskan abatın mümin derece sen der. Bugünden Allah etin hata işlerden geçip Allah. Bugünden sonra sen razı olan amallasın barıldığın süret Allah'a praymesim Allah. İblisin şeytanı makrusun amin et Allah. Allah bizim başımızın hakimlerine Allah'a praymesim Allah. Din başını tıkalarına Allah'a praymesim Allah. Allah'a tavfiye, takva, istikamet sen rızkısını et Allah. Hakkını götüren kıyısen et Allah'a praymesim Allah. Tuz yolda, 10 yolda turmada bulan sen bize nasip et. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi hoşuna gelen adamlar yer işi olsun, katın işi olsun, bunlar şoförler olup, adamlarını getiriyorlar olup, her bir hata balaklarını sen sakla Allah. Allah'ı terip olmayan balaklarına sarıp, Allah'ı ummadan sen sarıp, sınavlarına seni sınıf olmayın Allah. Kaçakan, çabakan, koçakanlarını etmeyin Allah. Allah'a fırlaymesin Allah, seni rahmımla, Allah'a fırlaymesin Allah. Oktan rahmına bir yerden bereket esen bir Allah. Şaca varan yollarını erkine tuğun Allah'a fırlaymesin. İki yahtı bu sunun parçalarla şüphin Allah'ına sondurup, Allah'ın dağı almalarını taydırıp, bulağa fitnanı salgım, cuhuklarını başına getir Allah'a ayakma. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, sen korasan, eşlesen, bilesen, haksan, gertsen Allah. Senden ayrı işe bizim hacalet etirsin, koyma Allah. Ağrı etir, toşak ağrı etir, kişinin koluna aratırsın, koyma Allah. Allah bizden tuğun avlülünü beşer cemaat namazlarını kılayanlar bulmasın, nasip et Allah. Allah bizden al-yakta bu halbatlarını ziyaret edip geliyorlar, bizden alıp ettiğiniz dualarını cevap verip öyle hatırlayın Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اغفر لنا العفو عنا يا الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سورة الفاتحة Amin Allah kabul etsin. Devam. Allah için bir mevlüt okuyun. As-salah şunu arı, as-salah gelin. Evet, Mahmut Şerif var. Güzel geleceğiz, as-salah geleceğiz. Bundan başka ayıptan geliyorlar da var. Kesik getir, bölü getir. Allah yumuşak kılmanları var. Bundan Kasım. Abu Kasım. Algeliz o. Tıkız algeliz bile. Sahar var, uzatın yaran var. Sağlamak dağların medirlenir darılır. Acayip görünür, cennet geçer görürken. Bir avuçta buraklar
halkı kullihim. Muhammed peygamberdir nimetlarından biri. Ahlı şükrü sünnet kimdi yeter huneri. Seni birlik biri oğlana bulurum ben. Bizde aziz kullava bir gün sen ullu devlet. Ya Rabbi biz gel bulayı ullu devlet bir gün sen. Bulay ullu nimetler bizi layık kıl gün sen. Umut ettirgen bizge artık keramatı. Almazsan bu ay bizleri kaytarıp bir gün zaten. Mevla'ya salli ve salim daim abada. Ala habibike hayri halkı kullihim. Ahiret seferinde yoldaşız bizge onu. Ayırma onu bizden inkarlı zamanı. Gözden ayıp uzakta birliğimiz yürekte. Muhammed Resulullah'a inandık görmesek de. Girdik asır etken son dünyada görmüyordu. Cennette nasipleri görmeden duruyordu. Kimsece ol Resulullah kıyamet kuşağı. Salavat kalsın bugün adın eşitken sağ. Mevla'ya salli ve salim daimen abada. Ala habibike hayril halkı kullihim. Mevla'ya salli ve salim daimen abada. Ala habibike hayril halkı kullihim. Mevla'ya salli ve salim daimen abada. Ala habibike hayril halkı kullihim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم
وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sahib al-kerame. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sahib al-kerame. Muhammed'dir seyresi, Arap olan acemli, ayak basır yürüyen dünyada bir adamlı. Muhammed'dir hallama, yaşırını yayalan. Muhammed'dir varına, yetkilerin nurları, sözleri duruşçuğa, kaydırmaya muhtacı. Muhammed'dir vatanı, unutmay sallap duralar, arım olan varlıkta, kalaylıkta burama. Ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya sahib al-kerami. Muhammed'dir söndürgen, nuru Muhammed'dir hikmetli,
Ya Resul, Ya Resul, Ya Resul, Ya Resul, Ya Resul, Ya Resul, İşbana yevmen la